Более 3000 слушателей, полные залы и расширение географии сотрудничества. Юбилейный 5-й духовно-просветительский форум открылся в эти дни в Якутске. С каждым годом темы для семинаров становятся все актуальнее. Православная культура и православная жизнь – это явление такое глубокое, всеобъемлющее. То, что мы считали необходимым, вот эти направления мы и реализовали. Одной из острых тем обсуждения стало нравственное и духовное воспитание молодежи. По мнению психолога Натальи Ининой, семья должна стать для ребенка положительным примером важных ценностей. Но говорить об этом сегодня надо и с молодежью, теми, кто только собирается стать родителями. Это возможность дать те необходимые знания, умения, навыки, которые позволят им быть хорошими родителями. Не менее важной темой остается развитие православия в арктических условиях. И здесь Якутия является показательным примером для других регионов Севера. Опыт республики в числе первых попробуют перенять на Чукотке. Это большие расстояния, это малочисленность населения. И, конечно, развитие церкви очень помогает народу на Крайнем Севере. Вера сплачивает людей и помогает им переносить те скорби и трудности. Каждый форум проходит под знаком святителя Иннокентия, самого почитаемого святого на Дальнем Востоке. В этом году перед началом юбилейного съезда в Якутию прибыла старинная икона. Образ Божьей Матери Порт-Артурской впервые покинул стены Московской духовной академии. Он был написан в годы русско-японской войны по ведению паломника Киево-Печерской лавры, которому явилась Богородица. Икону должны были доставить солдатам в город Порт-Артур на границе с Китаем. Но святыня так и не попала туда. Город в ходе военных действий был сдан противнику. Икона будет находиться в Якутске до вечера 6 октября. Прикоснуться к уникальной святыне смогут все желающие. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.